О методах, с помощью которых российские власти пытаются отрегулировать количество приезжих, мы поговорим с председателем общества «Таджикские трудовые мигранты» Караматом Шариповым. Здравствуйте. Добрый день. Карамат Бакоевич, как вы относитесь к строительству таких спецучреждений для мигрантов? Я думаю, сейчас сегодня все правозащитники отмечают победу. Нет лагеря, значит, все, значит, победа – это победа Советского Союза. Над сегодняшними те руководители, которые необдуманно, бессмысленно, значит, решили такой вот палаточный городок создать, и где содержат дети, которые тогда же победили Великую Отечественную войну. Мы всегда говорим, дети Великой Отечественной победители, поэтому на самом деле мы патриоты и России, и Таджикистана, и советского государства. Создание любого механизма против сегодняшнего трудового мигранта – это является враг нашего советского народа. Дети приехали, хотят работать, дети хотят прокармливать свои семьи, дети хотят жить, дети хотят развивать культуру России. Обратите внимание на самое главное, что в Таджикистане развивается страна как суверенная, развивается сегодня культура российского государства. А откуда? Они же не владеют русский язык? Нет. В Таджикистане практически каждая вторая школа, даже в таком крупном масштабе взять, сегодня имеет достаточно базу российской программы. И они все прекрасно знают. И герои российского государства, сегодняшней современной России, и встречи на уровне президентов, и те же музеи. То, что мы сегодня видим, там находится большая база российская. А почему им не жить в России же? А как можно создать, когда мы говорим, единая у нас база, единая у нас общая граница, а мы для трудовых мигрантов создаем лагеря? А тогда от кого мы защищаем? Хотим защищать, соответственно, создать различные штабов на постпространство советского государства СНГ. Те же базы, те же ОДКБ, которые мы называем. Это разве не противоречит сегодня на существованию? Может тогда всем в отставку идти? Скажем, нет, давай будем дружить с американцами. У них лучшая база, они вот сегодня помогают, допустим, оппозиции в Сирии, где одна страна применяет химическое оружие, другая страна, соответственно, их уничтожает. Поэтому мигранты сегодня приезжают в Россию с миром, они не так совершают преступления, сразу говорят, это все ложь, чушь, в первую очередь. Они хотят, чтобы климат относились по-человечески, что создавались советы благодаря их лидеров, соответственно, вокруг Федеральной миграционной службы, нет там лидеров. А от кого собрался совет сегодня, не знаю, Федеральной миграционной службы, допустим, при Москве, даже не говоря о российском нашего. Это люди практически сидят всех в различных западных государствах и диктуют нам, как сегодня создать концепцию миграционной политики. Это собственные жизни же у нас. У нас хорошие были жизни в Советском Союзе, были строительные отряды, приезжали, выезжали. Мы сторонники адаптации наших граждан. Скажите, но вот создание вот таких вот спецучреждений, может быть, когда они начнут работать, может быть, ужесточится все-таки некие требования? Я надеюсь к тому, что появилось большое количество сумм денег, надо как-то его растратить. Деньги нужна кого-то, не знаю, ну срочно на эти деньги нужно, допустим, вот, невозможно. По другим каналам, по линии миграции, создание различных лагеря. Давайте направим деньги на строительство хороших наших границ. У нас граница пустая вообще. Пустота в России у нас. Не То есть вы не приветствуете создание спецучреждений для мигрантов? Если я приветствую, тогда я приветствую так, что надо, получается, я уже сам заочно приговариваю своих детей в будущем. Там может оказаться мои дети, может оказаться ваши дети. Но те, которые создают лагеря, их дети там никогда не будут. Потому что их дети обучаются на Западе. Их дети сегодня, значит, практикуют больше западного варианта, как лучше им жить, как диктовать на расчленение нашего российского государства. Конечно, я против всегда буду. Я за вызовы режим, за цивилизованный вызовы режим, сразу я вам говорю. И не надо бояться, что завтра американцы придут в 2014 году, и если выходят с Афганистана, будет полно наркотиков в России. У нас хорошие спецслужбы есть в России. Пускай они уйдут от преступного мира, пускай занимаются своими делами. У нас сегодня правоохранительные органы, практически каждый второй, не буду говорить на таком плане, масштабном, они причастны к совершению того или иного преступления. Вот, кстати, что касается визового режима, вот обещают ввести трудовые визы в России, в том числе и для ваших соотечественников. Вот не затруднит ли это приезд мигрантов именно из Таджикистана? Ну, очень много предложений у нас сегодня есть, в частности, из Дубая. Пускай приезжают в Дубай таджик, потому что они видят на сегодняшнее информационное поле в нашем государстве, люди в шоке. Как это арестовать мигранта, потом, соответственно, отправить в тюрьму. Незаконно, значит, обвинение в того или иного, значит, статьи Уголовного кодекса. Трудовая виза – это самое хорошее. Мы должны подготовить граждан там, в тех странах, странах доноров. Ну, я еще раз говорю, чтобы сегодняшний или завтрашний день, или когда бы, чем раньше, тем лучше. Должна работать круглосуточно, как у нас МЧС работает. Круглосуточно должна работать при саммите стран СНГ комитет по миграции.
Круглосуточно. Даже не знаю, на Дальнем Востоке нужно 500 человек. Сегодня перебросит. Сегодня нуждается в мигранте не только армия российская. Сегодня нуждается, допустим, те же Амуров взять, те же Хабаров взять. Нуждаются в трудовых мигранты. Там смотри, что происходит, там беда. Пускай туда выезжают, перебросит. Штабами нашими, у нас хорошие самолеты России есть. Или 86, может сразу перевести там до 500 человек. Перебросить туда, пускай люди работают. Они же хотят работать же. И надо платить, большие деньги есть. Поэтому я думаю, что сегодняшнее то, что вызовет режим, именно по отношению к трудовым мигрантам и по отношению к российским. Вот смотрите, я вам сейчас пример приведу. Буквально вот недавно проходил конкурс в Лейпциге же. Страна, Лейпциг это страна соцлагеря. ГДР это тогда, соответственно, Лейпциг проходил. Почти всех стран принимали участие, окончили, значит, СПТУ. Среднее профессиональное училище. И вы знаете, какое место занимал Россия? Последнее. Последнее место, кто наш маляр, кто штукатур, кто столер. И наши специалисты российского СПТУ занимал последнее место. Потому что практически у нас в России приезжают мигранты. И они здесь трудятся, они развивают свою профессиональность. Вот поэтому мы говорим, что нужны в России сегодня хорошие специалисты, что не занимать последнее место. Пускай россияне выезжают в Таджикистан, построят хороший где нам. А последующие они будут выигрывать. Может быть, не уровень СПТУ, а на уровень те же Академии наук у нас хорошие в Таджикистане с Россией. Совместно создать хорошие базы. Тоже, значит, связано с созданием новейших ГЕСов. Вот скажите, сейчас полиция активно проводит рейды, проверяет людей, которые за деньги делают прописку. Это отразилось ли как-то? Вот? Я посещаю практически по жалобам нашим гражданам, да, несмотря на такой большой заработный плат для наших мигрантов, то есть для нашей полиции, да, они до сих пор требуют у мигрантов деньги. Из 10 мигрантов 9 выходят на свободу. С 10 мигрантов 10 выходит сумма от 4,5 тысяч до 5 тысяч рублей, 5,5 даже может быть, да, выйдешь на свободу. А вот у кого законная регистрация, вот тому кошмар, того точно будет депортировать. Вы обратили внимание, в последнее время появится очень много городов в Москве. В Балашихе возьмем, Одинцово там под Москвой. Оказалось, закрытые города у нас. У человека все документы прекрасно, а в суде приводят за нарушение. Значит, то, что он посещал, закрытые города в российском нашем государстве, в частности, Московской области. А там сотни тысяч работает до сих пор. Откуда могло определиться? 400 граждане были буквально у нас в Долгопрудне. А до этого все знали, а до них уже все у нас получается мифология. Якобы их там не было. Реально они существовали, они работали, они приносили деньги и платили местные власти, местные правоохранительные органы. Они живут и сегодня, помогают российскому нашему народу. Ну, вот еще раз, как представителю вот этой иностранной трудовой миграции, все-таки выход озвучите. Какой, на ваш взгляд, должен быть, как может решиться вопрос? Нам надо лицо русского человека сохранить. Сохранить лицо русского человека. Мы видим, что происходит, какие дебаты, в частности. Сейчас происходят предвыборные кампании. Все начинают первый пункт, надо избавиться от трудовых мигрантов. Надо введение вызова режима. Значит, чтобы иммигранты сидели, иммигранты преступления совершают. При всем этом желании мы забываем, как воспитывать нашу молодежь в России. Посмотрите, сейчас каждый, значит, с 10 учеников в школах, 8 из них не русские. 8 уже не русские. Это практически у нас Париж. Это значит, эти дети останутся в России, а эти дети будут приносить благо. Поэтому сегодня я говорю, что и помимо того, что мы хотим опасаться от внешнего империализма, надо думать внутренне наши. Всегда сказал даже Ленин слова, надо бояться внутренние наши враги, а не внешние. Внутренние враги у нас кто проводит? Это марш русский, это внутренние враги. Это различные партии, оппозиционные, это внутренние враги. Вот в том, что почему сегодня вот мне непонятна позиция коммунистов. Они же всем агитировали за моральный кодекс коммунизма, а сегодня говорят, ребята, нет, от мигрантов надо избавиться. При этом коммунисты сейчас просят, идите на митинг, поддержите кандидата в мэр города Москвы. Они же к нам тоже обращаются, но это судебное дело. Можно на них в суд подать, хотя, с другой стороны, жалко. Нет людей. Бабушки, дедушки уже устали пойти митинговать. Даже коммунисты вот такого плана взяли. Мы же знаем, что человек находится у руля, хотя исполняющий обязанности. Намного он больше сделал. Это не хвала этому Собянину. Это все он выиграет. Ну, да. В общем, тема трудовой миграции, она такая наболевшая, о ней можно говорить бесконечно. Спасибо вам, Карамат Бакоевич, за то, что пришли в гости. А я напомню, у нас в гостях был председатель общества «Таджикские трудовые мигранты» Карамат Шарипов.